Ажәлар палата алахәылацәа раԥхьаӡа иргыланы иҭабуп ҳәа иасҳәар сҭахуп Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Гьаргиԥа Бџьаниа абрахь ажәлар палатаҿы дахымҩахыҵыз алахәылацәа азҵаарақәа шәырҭап, аха аԥшқәа аԥшҭаҟны абра иануп шәара ишәаҳҭеит шәнапаҿы еиҳарак аԥсуа бызшәа аҿиара, адемографиа азҵаара, асоциалтә економикатә азҵаарақәа уи хымԥадатәиуп. Нас уажәы есымша згәы иҵхо, есымша ацәажәарақәа зхылҿиаауа апарт аментқәа азҵаарақәа убырҭ. Ҳаҭыр зқәу аҩызцәа ари ҿыц илахәылоуп Общественная палата иахьадас маиӡац, ҳаибамбаӡац, аамҭак рацәак ҳцәымҵит ҳәа сгәы иаанагоит. Фымз ҳаԥхьаҟа азҵаарақәа иҵегьы иаҳӡбаша ыҟоуп, ҳҳәара аҭахума, ҳаицәажәалоит, сара сааилоит. Палата аусура саналагаз, комиссиа саналалырҵаз, ишьҭысхын саԥхьеит абри иҳамоу азакон, абызшәаганала иҳамоу азакон, иаша ивизиҵәҟьаны иалагоит, угәы шабас моментк ауп ианалаго, исҳәап абызшәа, аԥсуа бызшәа Аԥсны аҳәынҭқар бызшәаҭа иауп ҳәа иануп. Нас аиҳабыра аҳәынҭқар аԥсуа бызшәа иҿаирс азы, ҟархәара иаурс азы иадкылуеит, иацхраауеит ҳәа ус иануп. Аха рыцҳарас иауп абри акәым са сгәаныла комиссиагьы ҳалацәажәон, ахархәара аганала иану апунктқәа рҟны аԥсышьала амацара уцәажәара иаҭахуп ҳәа пунктк иаӡам, цырак иаӡам. Абри сгәаныла ыҵагьы игәаҳҭны апарламент аҟынтәигьы ҳәысасчан еиҭах ҳрацәажәаны абри азҵаара хәыҷы-хәыҷыла ишьҭырхыр ибзиоуп ҳәа ҳгәы иаанагоит. Са сзыҳәангьы ари азҵаара ихадоу зҵаароуп. Иалҵӡом ус абызшәа анымҿиа аҳәынҭқарраҿы ус уиза аҿырԥштәқәа сара исыздырӡом. Убри аҟнытәи шьоукы ажәалагалақәа ҟарҵоит, абас ҳазнеип ҳәа, шьоукы ас ҳазнеип ҳәа, нас ҩыџьа уаасҭан урҭ ирҳәази, урҭ иҟарҵаз ажәалагалеи ҳара иҳамоу аспециалистцәа ирҳәо еиқәшәаӡом, иара ҳҵарауааҩра аҩныҵҟагьы иҟоуп еиқәымшәо азнеишьақәа, уааҵәҟьагьы рымоуп ишԥашәасҳәари взаимоисключающие тезисы азҵаара ахаҵгылара азы Аҳәынҭқар Ахада кабинет ԥыза-министр, аминистрцәа зегьы ҳазхиоуп, апрофессионалцәа шәажәа-шәҳәа иақәнаго ҳахаҵгылоит, иҟаҳҵоит. Ус баша аамҭа ҳмырӡып, аԥарак баша иаҳмырӡып. Аус зымуа, апрактика амч змам амҩа ҳақәымло. Ҩыџьа шықәса раԥхьа иҟаз апроблема алацәажәара ишналагаз иахьа уажәраанӡа иаҿуп, аха рыцҳарас иҟалаз уи ҳара ҳрыцҳароуп, ҳаргьы ҳхарзар ҟалап ашкол знапалаку, убри апроблема еицәамхозар, убри азҵаара ԥхьаҟа шьаҿакгьы ҟанамҵаӡацт. Сара аҿырԥштәқәа згоит. Иаҳҳәап, жәеиза шықәса сымтәа аҵаҩцәа уҳажьдеит, жәеиза шықәса раԥхьа актәи акласс аҟны иааиз. Убырҭ иааиз рыхҟынтәи рхыԥхьаӡара аҟынтәи хҩык аԥсшәа рыздырӡомызт, еилыркаауан, изцәажәаӡомызт. Абажә иҳадҳкылаз ҵыԥх иаҳҳәап, иҳадҳкылаз ахәыҷқәа хҩык еилыркаауеит, изцәажәаӡом, хҩык еилыркаауеит, изцәажәаӡом. Агьырҭ зегьы ирзеилкааӡом. Мчыла аԥсуаа ихәдырра шьҭихӡом, дунеиҟан ишьҭыҵырны иҟаӡам. Мчыла ирҵатәуп, азакон ҟаҵатәуп, аҳәынҭқарра аҟны иаҳа ихы аҳәынҭқар аҩаӡара, иахьа ихынӡаҳараку аҟны ирӷьаҩны, ирмчны идаҳмырҵар ада ԥсыхәа ҳамаӡам. Ақырҭқәа рхаан ҳара ҳанацәа нҭаз қақырҭцәа ҷҷаҳа издырҵеит, иара ада ԥсыхәа рымаӡамызт, мчыла иддырҵеит. Абыжәгьы мчыла идҳмырҵакәа ахәмаррақәа ҳарҿуп, урҭ ахәмаррақәа цхыраагӡоуп. Аха иара иӡбатәуп аԥсуа хәыҷы, аԥсуа школ аҿы ада ԥсыхәас имам, аԥсуа школ давганы игара зин рымаӡам аԥсуаа. Акы, аурыс школ иамоуӡакәа дрымгеи, дахнаргазгьы аԥсуа бызшәа программала иахдыржьроуп аԥсшәа. Избанзар аԥсуа ахәыҷқәа иҳарак ахҭоу аурыс школ аҿоуп. Аԥсуа школ иҭоу рацкьыс аурыс школ иҭоу, урҭ зтәыда, изпроблемада убарҭ ахәыҷқәа, убарҭ аԥсшәа рымҵаргьы ҩажәак ҳәаны хԥа ԥшьба ахәшьарақәа нарыҭаны ашкол иалдырго. Аԥсуа школ ахаҿра ԥсахтәуп, ирԥшӡатәуп.
Айрар гопхой ҟаҵатәуп, аганаҿ аурыс школ ангылоу ремонт ҟаҵаны ахәыҷқәа аҭаацәа убас иҟоуп. Аԥшӡара бзиа ирбоит, аԥхара ахыҟои иаӡын ихәахтәы имаҭәа ишыхны инхшьны аурок аҿы днеир иҭахуп ирҭо адырра уи аҩбатәи зҵаароуп аԥсуа изаҳа. Ииҭаху ибзианы аремонт ҟаҵаны ихыҟоу школ дыҩналар иҭахуп. Школ айт, важно палата ахцила, центрип шапсо школ ардра ескнам. Швариш дырут центрип аурыс школ кахпақуп, айрман школ кахпақуп, аурыс школ руака қны апсуа секторы қуп, убраға ханижей жүйік хучква апс шарцот, егерт пшини жүйік инерейхана аурыс школ квертоп, аурыс сектор итоп, яанхаз хучква шақойқо нырымцадит уртнес Гагра район, Гагра школ итоп. Вишука хучква инерзина пшуа, центрипш инхо апсуа, эсатыгыл зашерма дзма апсуа школ италар. Мчила итцатуп, мчила харзатуп, баси қалет хахдыра лоқна, несуи идыру усуп, шергиш дыру тарги хдыру хшипапо. До 2021 года этот стоял просто в разговорах, в обсуждениях, никто этот вопрос не решал. Я сейчас так углублюсь просто, да. Кроме разговоров вокруг этого не было, да. На сегодняшний день, с 2021 года, мы занимаемся этим процессом. Есть грузинская школа, бывшая грузинская школа. Здание бывшей грузинской школы, я извиняюсь, да. Сегодня эта школа находилась в руках предпринимателей, взяли в аренду, да, находилась 6 лет. Мы вернули это здание. Сегодня эта школа находится на балансе у администрации. Прекращены, да, вернули государству, да. С боями, но вернули. На сегодняшний день там крыша накрыта. Уже новая. Предприниматели накрыли. Дело сделали хорошее. Ну, сэкономили с бюджета нам деньги. Окна мы до конца года устанавливаем. До конца года будет потрачено около 15 миллионов рублей бюджетных денег на эту школу. Сметная документация будет готова в сентябре месяце. Полностью сколько обойдется нам эта школа. Школа может принять 500 учащихся детей. 200 на сегодняшний день в поселке обучается, есть абхазский сектор в русской школе. Там учатся 179 детей. Из них 79 учатся в русском секторе, остальные в абхазском секторе. В сентябре месяце, когда мы будем иметь уже смету, мы можем говорить, ну, мы смело можем сказать, что эту школу мы в этом году начинаем реставрировать и ремонтировать, да, восстанавливать. К 2025 году, предварительно сейчас загадывать не хочется, вперед забегать, почему мы эту информацию тоже не подали, не были уверены и в финансах, за это мы не озвучили. Через месяц мы озвучим эту информацию официально по всем каналам, что в поселке Цандревск будет открыта школа. В районе учатся 1004 школы абхазской, в них ходят абхазские дети, 1369 детей. В абхазские школы 900 детей не ходят в абхазские школы. Проблема у нас в другом тоже направлении. Это тоже проблема острая. Не обсуждается, в поселке Цандревск должна быть абхазская школа. Но проблема, половина детей не ходят в абхазские школы. А у нас есть в абхазских школах места. В этом вопросе нам тоже надо будет все вместе подключиться и поработать. Часть школы, больше половины на школу пустим абхазскую, а половина на музыкальную школу. У нас в районе Цандревша нет музыкальной школы. 157 детей ходят по домам, у своих преподавателей занимаются. Уинаса абзфе, расето хузе, ира программа итигир готубаха. Абзфе нуқузгуава, курхатуб зиграбхадзе. Абьоба ктухадудзе цхихамо. Обу харабзфе гобдарагадзе. Убри хмхиат. Иха процесску злоцола дара ферда духтагулу. Хвалвали рыцладзуми фимбадзу, уинаса ира статистика. Сургоала говорю, гука канажу, добре, кондо я говорю, педзом статистика, уишуку хамбо, статистика шеем и мачу. Комиссия по межнациональным вопросам и интегрированию жителей Самурзакана. В исторических территориях Самурзакана проживало 92 тысячи человек. Это до развала Советского Союза, до войны, до Отечественной войны. В нынешних территориях Гальского района вернулось в 90-е годы
Эту идею поддержал Владислав Григорьевич Арзин и весь парламент, мы голосовали за это. Зафиксировано 42 тысячи. Ну, в целом 55 тысяч самурзаканцев проживает в восточной части Абхазии. Как сегодня, значит, обстоят дела? Ну, вот по Гальскому району, они в прошлом году, в декабре, провели опрос, то количество населения уменьшилось за последние 20 лет на 40%. Особенно уходит молодежь. Вот мы недавно были на мероприятии, выпускные мероприятия по ГАЛу, в этом году закончило, прошу прощения, 230 человек. Я сомневаюсь, что даже единицы останутся у нас, потому что соседняя страна имеет специальную программу, она уже связывается с молодыми людьми в период их обучения в наших школах, вот, потому что сегодня русский язык становится востребован на территории Грузии, а наши дети, значит, самурзаканы, они все русскоязычные, ну, по крайней мере, все хорошо говорят по-русски. Да. Итого мы их теряем. Какое количество молодежи примерно ушло за последние 30 лет? Молодежь до 30 лет. По разным оценкам, более 15,5 тысяч человек. Конечно, это очень большая цифра, и это не может не тревожить нас. Где мы возьмем население, которое заместит тех, кто уезжает? Но уезжают они не потому, что они очень хотят уехать, а потому что условия, которые мы создали последние годы, особенно последние 8 лет, конечно, она ставит людей в очень тяжелое положение. Значит, рождается ребенок, я это постоянно говорю, хочу еще раз обратить внимание всех присутствующих здесь, он не получает свидетельство о рождении, если его родители в руках не имеют документов, удостоверяющих их личность. Таких, к сожалению, мало. В основном люди, возможно, имеют грузинские паспорта, они не боятся его нам представить. И потому мама там или кто-то еще другой едут в ЗУГДИ и там получают свидетельство о рождении ребенка. Я считаю, эта практика для нас ужасной. Надо найти все способы, а я думаю, что мы можем это сделать. Она не требует больших финансовых затрат. Ребенок, родившийся на территории Абхазии, в частности в Самурзакане, это в первую очередь наш ребенок, и документ, удостоверяющий его личность, он должен получить. Он, мама, там, отец и так далее. Следующая проблема, и очень серьезная проблема, это проблема, как нам быть с теми, кто заканчивает школу. Мы их поддерживали, государство, министр финансов подтвердит, в детских садах. Значит, немалая сумма мы тратим для того, чтобы ребенка кормить. Это школы на оплату педагогов, на содержание зданий, сооружений, системы образования. Она требует очень больших денег. Итого мы тратим большие деньги на них, и потом мы их теряем. Значит, я считаю, что выпускники школ без ограничения, без проблем должны получать общие гражданские паспорта Республики Абхазия. Да, закон нынешний существующий не позволяет нам этого. Простите, пожалуйста, если закон ущербен, если закон не выполняет интересы нашего государства, значит, этот закон должен быть обязательно пересмотрен. Следующая проблема – это возвращение исторических фамилий. Я, насколько помню, еще старый состав парламента эти изменения приняло в закон о гражданстве. В первой половине дня прошло одно заседание. Здесь 28 присутствующих депутатов, 22 проголосовали за изменения в законе о гражданстве. Во второй половине дня, не знаю, какое количество там присутствовало, но это отменило. Значит, получается, что парламент раздвоился. Первая часть приняла решение, вторая часть его отменяет. Насколько нам известно, не знаю, я не ручаюсь за достоверность, но вето на первое решение парламента президент, значит, не наложил. Коль нет вето, значит, через 15 дней, насколько помнится законодательство, я могу в чем-то ошибиться, оно автоматически вступает в силу. Значит, это закон действующий. И не надо людей мучить. У нас более 1700 желающих восстановить свои исторические фамилии. Тарбаевцы на Тарба, Зухбаевцев на Зухба, вот, значит, Иналишвили на Иналыпа и так далее. Это ведь мы с вами решаем. За нас никто его решать не будет. Я понимаю, что в обществе есть люди, которые это не воспринимают. Но этим людям надо объяснить.
Мы все это делаем не потому, что нам это так хочется, а на самом деле какая-то справедливость должна существовать. Если в свое время политика Берии и Сталина буквально за считанные дни сделали нас всех грузинами, то кто нам помешал 30 лет вернуть историческую справедливость на тот уровень, на который вообще требуется? Мы были с Вандривши на общем собрании села. Один из выступающих, а он был возрастом под 90 лет, по фамилии Агрба, Азамет, выступая, сказал следующие слова. Он сказал по-абхазски. Баба Вуртова Убрейн Хоса Мурзакан мюки кухцару хмыцгыс изду апсуаху. Вы представляете, у этого пожилого, очень старого человека есть это понимание. Харахоп хмыцгыс изду бабе абримюки кухцатуби. Значит, это мы с вами должны решать. Я здесь не вижу больших проблем. Теперь следующая категория. Мы, конечно, уважаемый президент, эти документы вам составим в виде, скажем, письма от Общественной палаты, она к вам поступит. Люди, которые отслужили армию, у нас самурзаканцы призвались в армию, не отслужили от звонка до звонка, и у них изъяли паспорта. Это справедливо, а среди них есть награжденные государственными наградами. Это справедливо, так можно с людьми поступать. И последнее. Есть категория людей, которые хотят записать в графе национальность Менгрел. Почему мы должны этому препятствовать? Гал, мои дорогие, это форпост. Начиная со средних веков, наши лидеры нашей страны, я опять же говорю, я не историк, но, по крайней мере, есть какие-то материалы, с которыми мне пришлось знакомиться, они всегда переселяли туда людей, чтобы укрепить этот форпост. Потому там и появились и тарбовцы, и зухбовцы, и кецбовцы, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, основатель города Гала – это Клабган Кецба, да, известный, который прожил 130 лет. Политика в Гальском районе до определенного времени проводилась с другим вектором. Потом это стало предметом дискуссии и предметом смены власти. Зачем будем врать, как говорится, да? Будем назвать вещи своими именами. Вот если является ваша позиция, позиция Общественной палаты, если это позиция Общественной палаты, то я был бы вам признателен ее обозначить и перед президентом, и перед парламентом, как позиция Общественной палаты. Непосредственно обратился профильный комитет парламента по государственному строительству с просьбой дать свое видение по проекту закона об апарт-отелях и апартаментах. Хочется отметить, что Общественная палата ранее обсуждала этот вопрос на основании обращения общественной организации АНД, и на основании этого в Общественную палату приглашались представители администрации президента, непосредственно Джансух Эдуардович, Андрей Львович и руководители ряда ведомств, которые непосредственно будут иметь отношение к практической реализации этого закона. Вот. В результате общественных слушаний, общественных экспертиз наша палата приняла соответствующее заключение. Вот. И там, в этом заключении мы отразили и положительные стороны, естественно, прежде всего этого законопроекта, то есть его реализации. Ну и, соответственно, высказали там ряд опасений, которые у нас в обществе есть по поводу этого законопроекта, и я попытаюсь вкратце изложить и плюсы, и минусы этого законопроекта на наш взгляд. Прежде всего, безусловно, законопроект имеет положительный эффект, он способствует созданию рабочих мест, как и любой закон, который регулирует те или иные процессы. Непосредственно сейчас речь идет о регулировании экономических процессов. Именно в части строительства и реализации этого проекта он несет в себе положительный эффект, то есть создает, предполагается, это все предположение, безусловно, предполагается, что он создаст новые рабочие места и дополнительно будет развивать смежные отрасли, то есть предоставление тех или иных услуг, которые будут увеличиваться в связи с тем, что будет увеличиваться номерной фонд, увеличиваться количество людей, прибывающих в Абхазию. Вместе с тем, естественно, будет улучшаться и качество предоставления туристических услуг. Почему? Мы считаем, что прежде всего это связано с тем, что
те люди, которые будут приобретать эту недвижимость, они в том числе и будут сдавать эту недвижимость в найм, то есть для того, чтобы люди могли в туристический сезон в этих помещениях, в этих апартаментах отдыхать. Соответственно, все, кто так или иначе связан с туристической областью, будут стараться соответствовать тем критериям, то есть современности, более качественному предоставлению услуг, которые заставят, ну, это в принципе конкурентная среда. Именно поэтому мы так считаем. Вот. Соответственно, будут пополняться внебюджетные фонды, соответственно, будут увеличиваться доходы в государственный бюджет Республики Абхазии, безусловно. Но при этом, конечно, есть опасения у довольно широкого круга общественности. И я вкратце, если позволите, постараюсь изложить самые важные аспекты и самые главные моменты, которые вызывают опасения. Прежде всего, это гражданско-правовые аспекты иностранных владельцев. То есть, что имеется в виду? Несмотря на то, что в законе предусмотрено ограничение на предоставление вида жительства и гражданства данной категории собственников иностранным гражданам, тем не менее, на общих основаниях, то есть по закону о гражданстве, они могут претендовать на получение гражданства, так как данная категория может пользоваться собственностью и находиться непрерывно на территории Республики Абхазия. Безусловно, опять-таки это предположительно, все предполагается. И хотелось бы обратить на это внимание. Второй аспект, который мы считаем очень важным, это отсутствие градостроительного кодекса и земельного кадастра. Почему мы считаем, что прежде всего должен быть земельный кадастр или кадастр недвижимости? В России сегодня он так называется, для того, чтобы осуществлять качественную экономическую оценку тех объектов, которые будут возводиться. То есть по кадастру недвижимости, как вам известно, каждый земельный участок обладает своей уникальной ценностью. То есть, условно, участок расположен на первой линии, имеет свою цену, участок, который расположен на второй, на третьей, соответственно, имеет свою цену. И для того, чтобы определять эффективную, качественную экономическую оценку, в том числе и для целей налогообложения, а именно налога на имущество, которого, к сожалению, в этом законе, в этом проекте мы не увидели, законодатель так решил, что сбор является более эффективным способом оплаты за недвижимость, чем налог на имущество. Хотя, на наш взгляд, налог на имущество является более эффективным, так как он определен от кадастровой стоимости, которая имеет рыночную составляющую. И через каждые 4 года эта стоимость может быть пересмотрена государством. И собственник уплачивает определенный процент. То есть, если налог на имущество, грубо говоря, для других категорий 0,1%, то для владельцев собственников он может быть 0,5%, как в России. То есть в России в 5 раз выше платит собственник апартамента налог на имущество, чем собственник жилого помещения, то есть квартиры. Таким образом, нет строгой привязки фиксированной цены 1000 рублей. Как известно, сегодняшние 1000 рублей это и 1000 рублей через 5 лет, это разные категории в плане, инфляция поедает это уже. И фактически через 10 лет мы получаем 1000 рублей, уменьшенные на 50%, условно. Потому что сегодня инфляция в России 5% годовых, но она может быть увеличиваться. Мы видим, что и до 10% инфляция поднималась. Поэтому, на наш взгляд, именно фиксированная стоимость в законе не совсем корректна, потому что потом поменять в законе будет сложно. Может быть нарушен баланс национального инвестора, баланс национального и иностранного инвестора. Почему мы так считаем? Потому что мы так считаем, что мы должны заботиться о нашем инвесторе в том числе. Мы предполагаем, что данное имущество будет сдаваться и в том числе и в долгосрочный найм. То есть его могут брать в найм граждане нашей страны. Соответственно, мы считаем, предполагаем тоже, что в этом смысле будут ущемлены те наши граждане, которые сегодня сдают в найм жилье, так как стоимость, качество предоставляемых услуг будет выше у тех, кто построит в собственность апартаменты и будет сдавать в найм жилье. Наблюдаем уже, когда идет обсуждение этого законопроекта, что цены на недвижимость в разы увеличиваются. Естественно, это не 100% связано с тем, что обсуждается закон, но в том числе мы считаем, что с этим тоже. Закон об апартах не принят, это не работает. Аэропорт еще не запущен. И многое, что не сделано. Сегодня растет цена на недвижимость. Это хорошо или нет? Хорошо для тех, кто продает. А тех, кто покупает? А есть категория... А это кто? А это не наши граждане с вами? Покупают наши. А жилищная программа у нас для кого работает?
в маленьких объемах, но для кого? Из 140 тысяч способных работать, официально работают 42 тысячи, и 20-25 самозанятых. 70 тысяч не работают. Из них пусть 20 тысяч не хотят работать, а 50 хотят. И мы не можем им дать такие условия. Предлагаем внести поправки, которые все же в законодательство о гражданстве Республики Абхазия, именно в законодательство о гражданстве, которые не будут позволять собственникам претендовать на получение вида на жительство и гражданства уже не в этом законе, а в другом. В целях сохранения рекреационной емкости, нашей уникальной емкости, мы предлагаем произвести зонирование земель и законодательно ограничить возможность строительства в определенных зонах. Прежде всего, это вот прибрежные зоны, чтобы сохранить нашим гражданам в будущем доступ и выход к этим землям прибрежным. Вот. Четвертое, ужесточить законодательство в сфере защиты памятников историко-культурного наследия. Если мы говорим сегодня регионально об Абхазии, то, на мой взгляд, с большим успехом развивается Гагарский район, Удаутский, Сухум неплохо строится. И для чего бы нам, как мне кажется, нужно застраивать город Сухум, Гагру, где и так есть абхазский инвестор, слава богу, справляющийся с этим, новые отели строятся, новые гостиницы строятся, и мы туда пускаем конкурентов, которые могут, значит, в принципе, сделать так, чтобы завтра абхазский инвестор оттуда ушел. Вот, например, моя позиция, она была давно известна, и в прошлом созыве парламента об этом говорил, что Восточная Абхазия, которая, к сожалению, в силу того, что вот все послевоенные годы и во время войны пострадала, да, безусловно, мне кажется, что вот такого рода проекты мы должны рассматривать на территории Восточной Абхазии в первую очередь. И если это так остро воспринимается в абхазском обществе, может быть, консенсусным решением было бы пример, не знаю, как это назвать, какую-то зону создать, мини-городок какой-то, где будут построены апартаменты и апарт-отели в Восточной Абхазии. Мы, если помните, тогда вот в прошлый раз на нашей встрече мы вопрос поднимали, там вопрос газоснабжения, да, природного газа, поставки сюда, который намного бы облегчил, конечно же, вот систему коммуникации и развития коммунального хозяйства. Потом что-то возникли вопросы о том, что вроде хотят построить в районе Псоу электростанцию на природном газе и обеспечивать Гагарский район. Ну вот я не знаю как. В принципе, для нас, конечно, было бы хорошо, чтобы вообще сюда пришел природный газ. Мы сегодня развиваем ту систему, которая сегодня может поднимать экономику, это туризм, но все-таки в будущем и перспектива развития экономики, я считаю, что это производство. Конечно, надо создавать какие-то производства. Вопрос границы. Вот мы сегодня, как производственники, практически не можем связываться нормально с предприятиями, которые нам поставляют там какие-то ремонты делать, там какие-то запчасти, там многие материалы. И, конечно же, вот облегчение прохода границы именно вот с поставками товаров для производства, это тоже и отсюда вывоз. Арцевцерзаться, антирзаться, гиртирзаться, хунткарреги рыцхарябшед, аяшашасва. Аха, и хаму махарата глаза шапсу, хашха пахирцо, а нефта бреята сницот, а на нефт хатбемзер, а хатбахиум гаку хунткарре тузер. Зихаму, а кызацу, яхзамцаз, хавлер жлерыкны. Уважаемые коллеги, уважаемый руководитель, уважаемый Дауд, спасибо за информацию, которую вы подготовили. Видно, что вы над этим документом работали. Я бы хотел, прежде чем мы приступим к обмену мнениями, обозначить такой тезис. Мы здесь собрались для того, чтобы решить значимые вопросы в пользу наших граждан. В пользу наших граждан и нашего государства в целом. На повестке дня острейшие вопросы. И самый главный вопрос не на повестке дня общественной палаты, на повестке дня вообще в принципе. Это вопросы
повышение нашей обороноспособности. Вы знаете о том, что это очень затратное направление деятельности, и нам необходимо изыскивать колоссальные ресурсы для поддержания определенного уровня обороноспособности. Если вы обратили внимание, вчера начались летные испытания. Несколько лет наши самолеты не летали. Мы попытались провести некий ремонт, кое-что смогли сделать, и наши летчики начали летать. Но по сравнению с тем, что мы должны были сделать, это 10-я часть наших расходов. Только на вооруженные силы, на наши вооруженные силы, для того, чтобы поддерживать высокий уровень боеспособности, нам надо бы по-хорошему затратить весь бюджет, который мы имеем. Несколько лет тому назад у нас была возможность воспользоваться поддержкой Российской Федерации. В силу разных обстоятельств этого не произошло. Речь была о модернизации вооруженных сил. По ценам 2015 года Российская Федерация готова была вложить в это около 7 миллиардов рублей. Должны были быть военные базы в Очимчирском районе. Это не состоялось. И когда вам говорят о том, что россияне просили, чтобы мы им передали землю в собственность, это неправда. Есть соглашение, которое подписано, не ратифицировано. Там четко прописано, что земля в аренде. 12 дней тому назад в России была попытка, могло это все вылиться в государственный переворот. Да? И такое могло быть, это было вполне реально. И я думаю, наши граждане, я в это время находился в Москве, ситуация была очень тревожная, все разрядилось, но могло быть по другому сценарию. И, конечно же, я хотел бы вас проинформировать, вечером собрался Совет Безопасности Грузии, президент созвала, оппозиция требовала, чтобы, воспользовавшись этой ситуацией, навести конституционный порядок на территории Грузии, в Абхазском регионе. Такие формулировки там были, да? Такие формулировки. Это у нас никуда не делось, да? Это у нас есть. Это одна из серьезных проблем, которую мы должны с вами решить. И решение данной проблемы напрямую связано с возможностями нашей экономики. Далее. Проблема повышения пенсионных выплат. Вы знаете, наша пенсия это 2500 рублей. Российская пенсия там 10-12 тысяч рублей. Количество тех, кто получает российские пенсии, уменьшается. Это люди, которые имели стаж в советское время и так далее. Да? И увеличивается удельный вес тех пенсионеров, которым мы должны выплачивать деньги. 2500 рублей это очень мало. Идем дальше. Вот только вы сказали, инвалиды Отечественной войны 5500 рублей. И мы должны вместе с вами найти механизмы, методы, способы, чтобы было не 5500. Это же важно. Жилищная проблема. Это около 4000 людей, которые испытывают серьезную проблему. У них нет жилья. Мы 3-й год реализуем программу жилища. Ну да, дали мы 150 человек, осчастливлены, получили. А 3850 человек никогда это не получат, если возможности экономики останутся такими, какие они есть. Руководство Абхазии ищет приоритетное направление развития экономики. Российская Федерация нам помогает. Собственных капиталов не хватает. У нас есть уникальная история. Она состоит в том, что у нас уникальная природа по-настоящему. Уникальный климат, состав воды, состав почвы, состав воздуха. Мы его еще не испортили. Нам необходимо развивать индустрию гостеприимства, туризм. Он наименьшее воздействие на экологию. Это не руду копать, горы сносить, не нефть, понимаете, не серу добывать. Я, как глава государства, определяющий внешнюю и внутреннюю политику, в том числе экономическую, решил и настаиваю, и прошу вас меня поддержать, в качестве приоритета обозначить развитие туризма, туристической отрасли. 85% тех, кто работает на объектах туриндустрии, в новых на объектах Восточной Абхазии, это наши граждане. Там это востребовано. Нам необходимо, конечно же, воссоздать вот эти учебные заведения, специальные профтехучилища. Государство не может гарантировать и обеспечить рай кому-то.
Государство существует для того, чтобы не допустить хаоса и дать людям, кто хочет, желает и может работать, чтобы у них эта работа была. На это направлен наш курс. Вот документ, который был составлен по поручению правительства Абхазии в 2016 году. Программа развития территории города Гагра как курортно-туристического центра на 2017-2035 год. Вот некоторые цифры из этого документа. Это только Гагра и Гагарский район. Курортная застройка, пансионаты, гостиницы, площадь 119 га, плотность застройки 5,5 тысяч квадратных метров, общая площадь 657 тысяч квадратных метров. Многоквартирная застройка, жилая застройка, апартаменты, так написано здесь, 60 гектаров, 452 тысячи квадратных метров. Итого, в общем, туристическая отрасль 1 миллион 405 тысяч квадратных метров должны были, если бы это получилось, построить только в Гагре. Этим занимались специалисты Института урбанистики, с соблюдением экологических требований, норм, с тем, чтобы антропологическое воздействие человека на природу было не критичным. Это только в рамках одного района. Но этот документ ни у кого никакую критику не вызвал вообще. У нас сотни тысяч земель обрабатывались в советское время. Были чайные плантации, тунговые плантации, плантации по выращиванию цветов, табака. Это все заросло. Но для того, чтобы это выращивать, советская экономика, Советский Союз вложил туда деньги огромные в основные фонды. Люди работали в селе Дурыпш, наши чаесборщики в Кутол, жили по советским временам неплохо. Почему? Они что, на себя работали, что ли? Им платили заработную плату, но это была достаточно высокая заработная плата. Они были заняты, давали образование своим детям. Но сегодня советской системы нет. Нам нужно туда вложить деньги. Где их взять? Подскажите, пожалуйста. Значит, мы должны воспользоваться возможностями частного капитала. По поводу газа. Не будет газа. По простой причине. Это большие вложения. «Газпром» говорит так. Они просчитали 3 варианта схемы газификации. Так или не так? Сколько у вас стоит свет, если мы будем делать генерацию? 90 копеек. Изучили, а сколько платят? Никто ничего не платит. Слушайте, а как мы будем миллиарды рублей вкладывать в развитие газовой отрасли, будем ставить генерацию, а у них себестоимость 3 рубля, и тогда это выгодно, и это никто не купит. Зачем мы с этим пойдем? Но есть другой вариант, чтобы была газификация. Если мы эту программу строительства апарт-отеля, я ее называю программу «Разовьем», они там не за 3, за 5 купят этот свет. И будут нам платить налоги, и у нас будет магистральная сеть, и нам проще будет уже, имея магистральную сеть, за их деньги сделать, обеспечить население. Понимаете? Экономика это будет за 3 рубля покупать. Тем более, на это нужно будет 3-4 года. С учетом инфляции это подъемная цена. Потому что за свет сегодня ательеры в Сочи платят 8 рублей за киловатт. Аэропорт нужен нам или не нужен? Делается все, чтобы это не произошло. А что такое аэропорт? Это бизнес по перевозке пассажиров. Должны быть пассажиры. А вы знаете о том, в советское время наш аэропорт Сухумский был прибыльный или нет? Кто на этот вопрос может ответить? Ну а где же мы такого больного инвестора возьмем, который будет вкладывать миллиарды рублей, больше 10, будучи уверен в том, что он никогда не отобьет, потому что не будет пассажиропотока? Расчеты показывают, если мы сможем увеличить пассажиропоток, не пассажиропоток, поток туристов, на 1 миллион человек в течение 12-15 лет этапами, это не граждане, это те, которые приезжают не на 1 день, а на 6 дней. Тогда все это вместе летает, и программа по газу, и программа по аэропорту, и многое-многое другое. Уважаемые коллеги, я вас не собираюсь учить, вы люди грамотные, я это вижу, у каждого своя правда. И институт гражданства будем укреплять. Вот мы назвали несколько проблем, да? Вот школу нужно восстановить. Надо. 2-3 раза надо заработную плату повысить преподавателям абхазского языка. А где взять? Ну, мы же перевыполняем планы по налоговым сборам. Да, а вы знаете, сколько мы должны потратить и сколько мы перевыполняем?
Мы перевыполняем, нам нужно в 50 раз больше перевыполнять, чтобы эти запросы... Вы же говорите о том, что зарплату надо увеличить 2-3 раза, а мы перевыполняем на 20%. А в 2-3 раза, если бы мы перевыполняли, у нас бюджет сегодня был бы собственный 21 миллиард рублей. Дорогие друзья, 1,5 миллиона квадратных метров или 30 тысяч апартаментов, если взять вот там плотность застройки 15, это получается всего 200 гектаров. Это в 2 раза меньше, чем Кинская птицефабрика по всей Абхазии. Мы говорим уже 20 лет или 30 лет, что 20 бюджетных фондов должны быть. И даже некоторые фонды надо добавлять. Но администрирование этих фондов тоже неправильно. 20 руководителей бюджетных фондов держать это неправильно. Когда это Министерство по налоговым сборам может справляться. Когда единый социальный налог можно принять, и когда будет один орган государства будет собирать это, а не какие-то другие организации, которые есть. Вот и проблема в этом. Кредитование проблема. То, что люди не могут ресурсы получить. Они начинают уходить в теневую экономику для того, чтобы свои активы наращивать. В данном проекте предполагается установление повышенного коэффициента по земельному налогу для земельных участков с целевым использованием для строительства апартаментов. Ну, как для гостиниц сделали. Выше. Ну, там Да. 1,5. Предполагается 100 коэффициент. Задача стоит, что градостроительный кодекс даже без привязки к апартаментам, это документ, который стране нужен и нужен достаточно давно, потому что застройка в республике идет. Здесь, кстати говоря, обращают внимание на то, что мы не должны трогать береговую линию. Береговая линия застраивается не 1 год, и она даже без принятия закона об апартаментах будет застраиваться. К сожалению, этот процесс остановить невозможно, если не вводить жесткие ограничения на застройку. А это очень сложный процесс, потому что люди уже получили разрешение на право пользования землей, все процедуры прошли, они строиться будут в любом случае. Поэтому законопроект о градостроительном кодексе, безусловно, будет прорабатываться, и мы будем просить депутатов парламента активно в этот процесс включаться, его принимать. Что касается кадастра, это действительно очень важный вопрос, он действительно играет очень важную регулирующую функцию, в том числе, в первую очередь, в вопросах землепользования, недвижимости и, безусловно, налоговой нагрузки, той, которая существует в действительности, а не та, которая формируется фактическая, да, которую мы видим. Поэтому работа была начата с 2010 года, да, был перерыв почти в 4 года. Мы за 2 года дофинансировали это мероприятие за счет российской финансовой помощи. В текущем году все мероприятия должны быть завершены, и стоит задача с 2024 года, чтобы эта система начала работать. Парламент пошел навстречу, соответствующее законодательство было принято в этом году, поэтому сейчас правительство работает над подготовкой проектов нормативных актов правительства, которые должны быть приняты в рамках регулирования законодательных норм. Поэтому в этом процессе, в принципе, есть продвижение, и мы уверены, что этот вопрос будет решаться. Теперь, что касается важного вопроса, связанного с развитием территорий, так называемый генплан или схемы, да, развития территорий. Схема терпланирования была разработана еще в 2010 году. Мы сейчас в администрации районов направили соответствующую информацию для того, чтобы актуализировать те вещи, которые были в ней отражены. И если вы читали пояснительную записку к законопроекту об апартаментах, там как раз речь идет о том, что после принятия закона должна быть утверждена соответствующая целевая государственная программа, которая как раз должна определить зоны застройки с учетом того количества квот, которые будет предусмотрено законопроектом. И это как раз позволит уже в рамках реализации соответствующей принятой программы утверждать генпланы развития. Поэтому здесь синхронизация, она присутствует. Может быть, когда углубляешься, может быть, не сразу было видно, но я прошу обратить внимание, что все эти нормы здесь есть, поэтому я думаю, в этом смысле это не должно быть препятствием, так скажем. По аэропорту, самое главное, что подписано межправительственное соглашение. Значит, в рамках его уже обеспечения его реализации планируется в ближайшее время определить сторонами, а в данном случае правительство Республики Абхазия и правительство Российской Федерации должны утвердить порядок отбора, где будут определены четко технические, экономические, финансовые и качественные параметры и требования для того, чтобы инвесторы могли представить свои предложения. По результатам данного отбора будет определяться инвестор. Параллельно мы
сейчас будем вести работу над разработкой, в принципе, сейчас уже она ведется, эта работа, это соглашение о государственно-частном партнерстве, которое будет очень четко отражать все обязательства сторон, в данном случае инвестора и государства, с целью реализации этого проекта. Самые главные ключевые требования – это, безусловно, сроки ввода в эксплуатацию, обеспечение своевременное финансирование инвесторам данного проекта и соблюдение тех норм, которые мы заложили. Это то, что полоса остается в государственной собственности, и аэродромная инфраструктура, соответственно, и, соответственно, технические требования непосредственно к самой полосе. Все это будет отражено в документах, они будут носить публичный характер. Но в рамках реализации инвестиционных программ с 2010 года очень большая работа проводилась, поэтому по линии водоснабжения в городе Гагры все вопросы решены. Единственное, сейчас мы немножко, проведем, так скажем, текущий ремонт водонасосных станций, которые были в 2010-2012 году запущены. В связи с отсутствием эксплуатации в определенный период времени там есть проблемы, поэтому нужно будет их отремонтировать, и они будут готовы к эксплуатации. Что касается, водоотведения и канализации, тоже в рамках инвестиционной программы были реконструированы и построены канализационные насосные станции в Гагрском районе. Мы в этом году завершаем строительство коллектора от Гагры до Пицунды, непосредственно в очистные сооружения. И в течение 2 лет, то есть 23-24 год, мы должны обеспечить ввод в эксплуатацию очистных сооружений, которые сейчас, на которых мы ведем работу непосредственно в Пицунде. Также планируется в Пицунде строительство канализационной насосной станции и коллектора на эти очистные сооружения. Мощность, которую там заложили, она заложена на перспективу, это 20 тысяч. То есть речь идет не о том, что мы покрываем потребности текущей Гагрского района и Пицунды, мы закладывали мощность на перспективу, поэтому финансированием обеспечены, проектно-сметная документация есть, работы ведутся, я думаю, что эта проблема будет снята. В принципе, наши коллеги, которые нас поддерживают в этом вопросе с российской стороны, знают эти проблемы, мы изыскиваем возможности решения этих вопросов. Аналогично и объекты энергетики тоже. На какие деньги это все строится? Пока строится все на российские деньги. И наша с вами задача, как мне кажется, здесь президент отметил, наверное, некорректно, что я после него это говорю, но тем не менее, без привлечения денег и без правильной тарифной политики у нас систему инфраструктуры не восстановить. Мы в 2013 году делали оценку стоимости расходов только на систему водоснабжения. Эта сумма в 2013 году составляла более 30 миллиардов рублей. А если мы не будем привлекать инвестиций, не будем стимулировать прирост денежной массы, мы за счет собственных средств дохода, как мы сейчас формируем доходную часть бюджета, исполняем ее с приростом 25-30%, мы в ближайшие 10-20 лет сами это не сделаем. Мы просили руководство Российской Федерации льготный кредит. Какая ставка там? 3? 2,5. Да. 2,5-3% льготный кредит на приобретение, установку приборов учета потребления электроэнергии. Да, там будет система автоматического отключения и так далее. Этапами нам это было одобрено, и мы эту программу начнем реализовывать. Она на самом деле даст экономию около 30% и повысит собираемость. Прогнозируете какой-либо минус 30-м в плане реализации данного законопроекта? Я вижу в этой истории, если так можно сказать, один минус. То, что мы для того, чтобы развивать отрасль, вынуждены, скажем так, приглашать инвесторов, а не наши инвесторы местные, наша экономика сама не в состоянии инвестировать в эту отрасль. Вот это я вижу. Я, конечно, хотел бы, чтобы все эти проекты были реализованы исключительно нашими экономическими акторами. Канала за президента Это была моя инициатива, когда была попытка мятежа, я просто набрал обычно по закрытой связи, попросил, и мне сказали, что его с ним свяжут. Я его поблагодарил по поводу аэропорта, он знал об этом, конечно же, попросил, чтобы еще один шаг, уже выбор инвестора, и ответственно, чтобы он говорит,
Я его поблагодарил, попросил, сказал, полетим. Ну, надеюсь, что полетим. Поблагодарил за энергетику, назвал некоторых российских чиновников или министров, которые помогали нам в этих вопросах. Вот министр экономического развития в настоящее время находится в Абхазии. И, да, вот, и ряд других министров к нам приедут, они нам помогают. Пригласил его в Абхазию к нам на мероприятия наши. Ну и сказал, что народ Абхазии его поддерживает, что он здесь пользуется большим авторитетом и любовью. Я немного цифр скажу, значит, по памяти. В Республике Абхазия на данный момент 858 мест размещения. 858. В городе Сочи 2613. В Республике Абхазия на данный момент, более 39 тысяч койко-мест. В Большом Сочи подсчитано, не считая частного сектора, 186 тысяч. Страха в смысле застройки быть не может. Во-первых, у нас территории больше. Во-вторых, две трети территории Республики Абхазия – это горы. И самое главное, вот я хотел бы, как Аслан Георгиевич сказал, немного лирики добавить. По поручению руководства республики, Министерства туризма в преддверии сезона мы проездили всю Абхазию. Мы можем с уверенностью сказать, что Гальский район, Ткварчальский район и отчасти Ачамчирский район ждать еще 30 лет не может. Не потому, что они нетерпеливые люди, а потому, что это природа. Хочу заметить, как бы это грустно не звучало, хотя мы с большой теплотой вспоминаем прошлое, Республика Абхазия была полностью дотационная. Вообще в Советском Союзе было только две республики, которые сами себя обеспечивали. Это сама Россия и Беларусь. Разговор идет и обсуждается подготовки к переписи населения. Перепись. Пока только подготовка, потому что это очень большая работа. Там же надо, самое главное, не просто перепись провести как такую, получить результат. Там надо узнать, какая цель должна быть достигнута, какие задачи ставить. Я в отношении тоже кое-что хотел бы добавить, если не возражаете, в отношении налогов. Вот здесь сегодня говорили об обелении бизнеса. Ну, не секрет же, мы об этом тоже все знаем. На территории нашей страны сегодня, ну, прибывает, наверное, более 10 тысяч, да, даже, может, и 15 тысяч иностранных граждан. Да, ну, там, будем говорить, преимущественно там представители Средней Азии. Но они с какой целью здесь находятся? С целью получить экономическую выгоду, заработать. Они же где-то размещаются, они же где-то живут. Значит, они уплачивают средства за аренду помещений. Но мы же это не видим, это же не регистрируется в большей части. Да? Но вот инициатива, в том числе, обелить это, ну, наверное, она с точки зрения экономики уж точно обоснованная.